свою сторону. А Алексея же секунданты попросили держать высокий темп, постоянно висеть на Гусейне. Не забывать про корпус. Ну и, конечно же, обязательно переводить с корпуса на голову. Посмотрим, что удастся изменить, либо же сохранить, да, наоборот, в ходе этого поединка в третьем заключительном раунде. Сейчас вот Гусейн вступает в обмен с Алексеем. Очень интересная, да, вот Очень работа. интересный, да, и вот мы видим, доходит удар до цели. И еще один удар проходит от Алексея Мазура. Он перекрывается таким жестким блоком и жесткие хлесткие удары наносит с обоих рук. Но в свою очередь Гусейн, да, вот работает с опущенными руками. Но вот третий раунд, я уже несколько раз вижу такие акценты, прям доходят до цели, до удары Алексея доходят до цели. И, наверное, Гусейну все-таки стоит быть чуть собранней, да, все-таки, может быть, где-то приподнять свои руки, потому что первые два раунда я бы не сказал, что его преимущество было столь явным, да. Обмен ударами, конечно, это же главный критерий для оценки судьями, то есть это точные удары, дошедшие до цели и наносящие урон сопернику. Это первый критерий, которым руководствуются судьи, которые сидят сбоку и наблюдают за боем. Но если количество попаданий одинаковое, второй критерий — это технико-тактическая подготовка. Здесь я вижу прекрасную технико-тактическую подготовку и со стороны Алексея Мазура, и со стороны Гусейна Магомедова. Но если все критерии у нас равны, то, конечно же, прибегают они к оценке по третьему критерию. Это дух соперничества, да, то есть активность ведения боя, да. Какой из спортсменов больше желает этой победы, который делает больше для этой победы. И пока, мне кажется, все-таки активность, она пока на стороне Алексея. Он идет вперед, он ведет какие-то активные действия, то есть атакующие. И, возможно, да, на судьи это окажет какое-то большее влияние. Хотя вот мы сейчас смотрим, в конце он уходит от боя, не дает попасть по себе. И, по-моему, третий раунд все-таки он провел чуть-чуть лучше, чем Гусейн. Мы видим, что секунданты довольны. Секунданты спортсмена из красного угла. Ну что ж, ждем оглашения судейского решения. Победу одержал боксер красного угла. Да, отлично. Победу одержал действительно Алексей Мазур, представитель Санкт-Петербурга, мастер спорта международного класса, выходит в финал и дожидается своего соперника, который будет выявлен в следующем поединке. Я слышу, многие в зале недовольны, но сам Гусейн пожал так руку, и мне кажется, это очень такой достойный поступок, потому что он, так же как и его соперник, сделали все для победы в этом бою, провели прекрасный бой, но уже оценка боя, она, конечно же, ни в коем случае не зависит от Алексея, да, и очень достойно в конце он пожал ему руку. Мне кажется, это очень красиво и такой хороший пример вообще для всех спортсменов. Особенно для подрастающего поколения. Особенно для подрастающего поколения. Действительно, нужно уважать вообще то дело, которым ты занимаешься, уважать Конечно. правила и, конечно же, уважать соперника. Итак, у нас следующая пара. В красном углу ринга Алиса Шарифов, представитель Ханты-Мансийского автономного округа, и его соперник в синем углу Иван Козловский, представляющий Новосибирскую область. И что мы можем сказать о соперниках, о спортсменах? Алиса Шарифов, мастер спорта, 96-го года рождения. В этом году он
стал победителем чемпионата мира среди студентов. Его соперник Иван Козловский, представитель Новосибирской области, 97-го года рождения, ну примерно, да, одинакового возраста соперники. Так, он в 2017 году стал победителем чемпионата Сибирского федерального округа, чемпион спортивного сообщества «Динамо» 2017 года, ну и также является победителем матчевой встречи Россия-Казахстан. Также матчевые встречи Россия-Узбекистан, которые прошли в этом году. Ну что ж, давайте будем смотреть бой. Заключительный бой, кстати, да, четвертьфинальной стадии весовой категории до 64 килограммов. И победитель этой пары выйдет на Алексея Мазура. А сразу же после этого боя на ринг выходит весовая категория до 75 килограмм, где в первом же бою выходит на ринг представитель сборной Республики Саха-Якутия Роман Обутов, мастер спорта, который вчера в очень плотном бою одержал такую хорошую победу. И, конечно же, мы сегодня ждем от него еще одной победы и попадания в полуфинал. То есть, как минимум, он гарантирует себе бронзовую награду, но, конечно же, еще нужно дойти, сделать, так скажем, сегодня приложить немало усилий, потому что у него довольно сильный соперник, представляющий город Севастополь. Один из лидеров, опять же, нашей сборной России. Мастер спорта международного класса. Очень серьезный соперник. Ну а мы давайте вернемся к бою весовой категории до 64 килограмм. В красном углу ринга у нас Алиса Шарифов, представляющий Хмао Югра, против Козловского Ивана из Новосибирской области. Но мы видим, Алиса Шарифов идет вперед, бросается с такими жесткими ударами. Где-то даже он, так скажем, игнорирует подготовительные действия и просто с центра ринга выбрасывает мощные боковые удары с передней руки. Ну а Иван Козловский пока все довольно-таки грамотно делает, очень четко следит за соперником, уходит в тот самый момент, когда он выбрасывает этот удар, очень хорошо двигается на ногах. Вот сейчас мы видим, вот так отлично подловил на сайдстепе. Хорошая работа ног и хорошая работа корпусом. Ни один из этих жестких ударов Алисы Шарифова не дошел до цели. Давайте послушаем, что же говорят нам секунданты. Один удар и помнишь, не надо бросками, зайди к нему, зайди. Ногами, подожми ногами. Бам-бам-бам, понял? Что за прыжки? Все, ты же видишь, вымахал. В том числе легко, опять же все легко. Ни на одного жесткого удара сейчас пока не является чемпионом мира среди студентов. Сейчас легкие готовы. Легкие готовы работать. Сейчас. Той работы сейчас нельзя просто сейчас принести. Тренер Табриз Гадиев. Секундантов за ринг. Ну что ж, да, послушали мы секундантов. Алисе Шарифову так и говорят, что не нужно бросаться с одним сильным ударом, подходи на ногах, подходи с легкими ударами, и когда ты находишься уже в непосредственной близости, наноси уже жесткие удары. Секунданты боксера синего угла сказали, во-первых, что ни один из его ударов пока не дошел до цели, продолжай делать то, что ты делаешь, также работай на ногах, выбрасывай больше легких ударов. И пока Иван Козловский, мне кажется, в очень красивой, манере все-таки работает, очень это эффективно. Эффективно, во-первых, а во-вторых, это довольно зрелищно выглядит, очень красиво. Да, постоянно перемещается, уходит с линии атаки, и еще параллельно атакует, да? Вот мы видим, он делает небольшой уклон. В таком, если помните, недавно состоялся бой всемирной боксерской серии, где Кубок Мухаммеда Али, где в финале боксировал Александр Усик против Мурата Гасева. И чем-то этот бой мне напоминает, когда Мурат Гасев шел вперед, пытался сломить Александра Усика, а Александр
Усик очень грамотно работал на ногах и практически не пропустил ни одного жесткого удара. Вот можно, так скажем, можно сейчас и сравнить, да, эти два боя. И вот Иван Козловский очень грамотно уходит на ногах, то есть не дает сопернику подойти к себе, не дает сопернику донести свой жесткий удар до цели. Все время он уходит, да, уходит и сам в контратаке выбрасывает такие, казалось бы, не жесткие удары, но удар за ударом, раз за разом они достают до цели и, конечно же, наносит определенный урон. Мы видим, 2 жестких ударов по корпусу нанес Иван. Снова на ногах. Единственное, конечно же, это вопрос функциональной подготовки. Насколько хватит Ивана и как долго он сможет так активно двигаться на ногах. Ведь это довольно энергозатратное дело, постоянно смещаться, да, то есть уходить от ударов. Но пока мы видим, что все довольно у него неплохо, и как бы и Алиса также идет, атакует в своем стиле, то есть полностью повтор первого раунда. Но как думаете, Василий, вот что изменится в третьем раунде? Я думаю, что в третьем раунде, честно говоря, вот очень ничего не поменяется, да, у нас. То есть также Алиса будет идти вперед, а Иван будет исповедовать ту же тактику боя. Единственный момент, да, то есть если вдруг у нас функционально Иван Козловский не готов к этому бою, то, конечно же, в третьем раунде он встанет, да, он встанет и, так скажем, его сопернику будет легче донести свои жесткие удары, да, то есть как только пропадет мобильность на ногах, так сразу же Алиса Шарифов получит свое преимущество. Но пока, как я вижу, Иван прекрасно готов, и он прекрасно двигается. И пока его ноги будут работать, пока он будет свеж, я не вижу, за счет чего сможет Алиса Шарифов, там, ну, так скажем, проявить себя, да, то есть быть лучше. Поэтому сейчас мы посмотрим. Конечно же, если бы с первого раунда Алисат больше работал по корпусу, да, не летел на голову, как его просили секунданты, то, возможно, бы сейчас были какие-то возможности у него, да, то есть предпосылки к тому, чтобы побеждать уверенно в третьем раунде. Но пока я этого не вижу. Посмотрим, как будет развиваться бой, потому что бокс, он тем и интересен, что он непредсказуемый. И каждый, допустим, из ударов, где если вдруг Иван там пропустит один удар, то это очень может сильно сказаться на проведении всего раунда. То есть удар по корпусу, Иван встанет, там даже случайный какой-то удар может дойти до цели и нокаутировать соперника. Ну и знаем мы, да, то, что видели ранее в предыдущие дни, то, что из-за рассечения останавливали поединки. Ну, так скажем, это... Случиться может все. Случиться может все, но пока вот мы видим, Иван прекрасно действует на дистанции, прекрасно работает на ногах. Отличная работа в контратаке. Мы видим, передней рукой он держит дистанцию. Ну и не дает он возможности где-то проявить свое преимущество в ударной мощи Алисе Шарифову. Ушел, закрутил, зашел за спину. Алисе снова приходится идти вперед, снова бросаться и снова эту большую работу проделать, чтобы сблизиться с Иваном. Вот он снова закрутил. Жесткие удары по корпусу наносит, но мы видим, вблизи Иван так грамотно гасит его атаки. Не дает он работать вблизи. Вот, пытается, да, максимальную пользу Алиса получить от этого сближения. Вот, навстречу получается нанести удар, да? Хотя, конечно же, в третьем раунде вот, видно, что Иван подустал. Это такая довольно энергозатратная тактика. И вот он чаще находится в клинче. Конечно же, в основном, если бы, я думаю, что если бы у него
оставались силы, он бы точно так же и продолжал двигаться очень активно. Но он чаще застаивается и Вяжется в клинч, да, как видим. да, то есть вместо того, чтобы уходить, он гасит атаки Алисы за счет того, что где-то придержал. Но и так же у него получается встречать где-то. Меньше 30 секунд остается боксировать в этом поединке. Видим, Хорошо уходит он в сторону. И еще раз уходит. 10 секунд. И Алисе Шарифову ничего не остается, как просто лететь вперед. и все. Завершился поединок. Давайте посмотрим, что, может быть, нам покажут секундантов. Но, в принципе, результат здесь очевиден. Секундант уже поздравляет Ивана. Посмотрим на оглашение результата этого боя. Благодарят боксеры друг друга за этот поединок. И, конечно, благодарят и тренеров. Результат будет объявлен после... Да, тоже после просмотра видеозаписи. Ну, возможно. Возможно, конечно, это только наше объективное мнение, да, но посмотрим. Мы дождемся судейского решения, конечно. Да, безусловно. И получается так, что в весовой категории до 64 килограммов мы тоже знаем только одну, да, пару полуфиналистов, но... А в ринг поднимается весовая категория до 75 килограмм. И в ринг выходит Роман Обутов, представитель Республики Саха-Якутия. Это последний из, точнее, в полуфинале у нас есть Василий Егоров. Ну и вот Роман Обутов. Тяжелый бой ему предстоит против опытного и мастеровитого Глеба Бакши, представляющему город Севастополь. Он является мастером спорта международного класса. Давайте пожелаем удачи Роману. Она ему сегодня как никогда нужна. Я надеюсь, что он настроен. У него есть грамотная установка. Итак, начинается первый раунд. И с волнением, да, начинаем наблюдать за тем, что будет происходить на этом ринге. Бакши, мы видим, преимущество есть, да, в росте? Да, есть небольшое преимущество в росте. Мне кажется, у него также есть небольшое преимущество в скорости, да, но Роман очень чувствительный боксер. И, как говорил у нас Конор Макгрегор, тайминг бьет скорость. То есть в боксе не так важна скорость, да, то есть вот эта простая, просто быстрота, как чувство, то есть момент, да? Нужного момента. Момент, когда нужно нанести удар, когда этот удар дойдет до цели. И поэтому, конечно же, тайминг, он бьет скорость. А Роман обладает как раз таки вот этим качеством, он чувствует, когда нужно наносить удар. То есть он не просто быстрый, но он знает, когда его удар дойдет до цели. Выбирает правильный момент для нанесения удара. Поэтому будем надеяться, что Роман сможет реализовать и воспользуется своим умением, своим чувством. Пока бой идет в такой позиции, да, позиционная борьба у нас в центре ринга. На прошлом чемпионате России, на прошлогоднем чемпионате России Глеб Бакши вошел в число призеров. В число призеров, а уже в сентябре этого года он провел матчевая встреча против команды Куба, где в весовой категории до 75 килограмм он одержал победу над своим соперником, тем самым принеся сборной России победу в этой матчевой встрече.
оппозиционная борьба в центре ринга. Роман атакует по корпусу. Роман у нас боксер левша. И, конечно же, ему нужно чаще бить по животу. Вот я вижу, что Глеб Бакши поменял стойку. Вблизи, конечно, не получается у них активно поработать. Оба боксеры чувствительные и привыкли работать на дистанции. Пытается встретить Роман, но Глеб Бакши очень и очень аккуратно боксирует. У Романа открылось кровотечение. Сейчас его осмотрит врач. Да и уже скажет, сможет ли он продолжить бой. Не помешает ли ему это кровотечение. Ну, все нормально у нас. Да, безусловно, Роман продолжит. Вот здесь очень интересный момент, да, когда доходит удар, проходит удар Глеба Бакши. Мне кажется, Роману не стоит вот срываться, все-таки попробовать вот так же вытянуть на себя Глеба. Конечно же, сейчас мы послушаем, что скажут секунданты. Боксер 95-го года рождения. Боксом занимается 5 лет. 15 лет. Мастер спорта международного класса. Счет военный ведет. Является бронзовым призером чемпионата России 2017 года в Грозном. Да, и Секунданты за ринг. Ну что ж, мы сейчас наблюдаем за яркими моментами минувшего раунда. Тренеры и секунданты пытаются, да, внести коррективы в работе своих спортсменов. Да. И ну, мое мнение, что Роману стоит чаще наносить удары по корпусу. Пока у нас так очень ровно, очень такая оппозиционная борьба. Я вижу, что Глеб не летит вперед, да, вот как хотелось бы. Конечно, это два таких спортсмена, которые работают в контратакующей манере. И вот они столкнулись между собой. И здесь у них очень многое будет зависеть от того, кто все-таки вытянет на себя своего оппонента. Потому что они оба работают хорошо в контратаке. Мы видим, Глеб Бакши из разных положений атакует. Где-то его руки зачастую опущены, но и Романа тоже руки, так скажем, он не прячется, да, за блоком. Так, руки опущены, они пытаются вытянуть друг друга. Отлично здесь получилось у нас у Романа. Но завязал его вблизи Глеб. Он чуть моложе, да, но опыт проведения боев на международной арене, да, так скажем, и на соревнованиях более высокого раунда у него, конечно, больше. Хорошая передняя рука. показал, да, передней рукой пофинтил и правой рукой атаковал в корпус Глеб. Вообще Роман выступает в такой весовой категории до 75 килограмм. И, конечно же, у нас не самая высокая конкуренция не только в республике, да, внутри республики, но и на всем Дальнем Востоке. Не так много ребят, боксирующих на таком высоком уровне, да. И, конечно же, в подготовке спортсмена это, так скажем, имеет большой минус. Ведь не так легко найти спарринг-партнеров именно этой весовой категории, найти спарринг-партнеров, имеющих разную тактическую подготовку, да, ну, например, вот с такими высокими ребятами, я не думаю, что Роман у нас часто боксировал, или там с ребятами, которые идут вперед, или с левшами. То есть
довольно проблематично, если вот в более маленьких весовых категориях, как 49, у нас довольно высокая конкуренция, мы можем, ну, можем готовить, да, спортсменов на высоком уровне, то, конечно же, вот в весовой категории до 75 килограмм не так много ребят, и это создает определенные трудности в подготовке спортсмена. Но, тем не менее, достойно смотрится Роман, конечно. Не так много у него получается, да. Но, в принципе, и Глеб Бакши не имеет пока такого прям очевидного и явного преимущества. Да. Ну что ж, и давайте послушаем, о чем говорят секунданты. Является призером чемпионата Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Юность России» в Тверской. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Пахомова. Ну, просит, да, как я понимаю, 2-3 удара, да, наносить. Да, Артур Пахомов говорит то, что не спеша надо выбрасывать свой джеб. Также говорили, что вспышка нужна, вспышка в этом раунде. Посмотрим. Вот мы видим, боксер красного угла отходит канатом, пытается вытянуть на себя Романа. Конечно же, Роману нужно подходить через переднюю руку, использовать свои удары по корпусу. Не дает поработать Глеб Бакши Роману на средней дистанции. Работа в ближней дистанции. И вот на выходе здорово. Опустил руки Глеб Бакши, провоцируя Романа на необдуманную атаку. Задел правым боковым. Но вот вблизи они клинчуют друг друга, не получается такой хорошей работы, да, многоударно. Врезаются друг в друга. Мы слышим, зал наконец-то ожил, поддерживает Романа. Меньше минуты остается. До конца окончания поединка. Да. Здесь хороший обмен идет. Доходит удар Романа до цели. Вот мы слышим мощную поддержку зала. Ой, гонит вперед публика. Триумф сотрясается, да, вот слышно. Да. Это вибрирует у нас пол и стены. Хороший удар проходит сбоку, с передней руки. Последние 10 секунд. И все, Бой поединок, окончен. да, завершился. И с волнением нам остается ждать решения судей. Очень тяжелый бой, но мы ждем судейского решения. Очень достойно отбоксировал Роман против такого опытного соперника.
Победу одержал боксер красного угла. Победа присуждается представителю Севастополя Глебу Бакши. Глеб благодарит Романа за этот Отличный бой. Да. Я думаю, что и сам Роман для себя многое извлек из этого боя. Это для него, конечно же, хороший опыт. Но самое главное то, что Роман выиграл 2 боя. И это действительно показал хороший уровень. Сейчас он вошел в 8 сильнейших боксеров страны. Он попадает в расширенный состав или так называемый резервный состав сборной России. Будет привлекаться к сборам, которые будут проходить у сборной России. И я думаю, как раз-таки Роман получит то, что ему здесь так не хватало. Он получит хороший опыт, он получит тех спарринг-партнеров, да, то есть разнообразных, да, с кем он сможет отбоксировать, с кем он сможет развивать свое мастерство. И, конечно же, для него это будет, ну, таким хорошим стимулом. И уже на следующем чемпионате он сможет отбоксировать гораздо лучше. Хотя и здесь он себя неплохо проявил, одержав 2 победы по ходу чемпионата. И сегодня провел такой отличный бой. Отличный четвертьфинал был. Да, благодарим Романа за это выступление. Желаем удачи на следующих стартах. Ждем от него новых успехов и побед. Сейчас, дорогие друзья, будет выявляться соперник по полуфиналу Глеба Бакши. У нас на ринге в красном углу Владислав Вастьянов из Москвы. И против него в синей форме Вадим Туков из Ростовской области. Мы помним, как Вадим Туков в первом бою, проиграв первый раунд и проигрывая второй раунд, в конце второго раунда смог донести жесткий удар до Игоря Харитонова, и который, как мне показалось, этот удар во многом стал определяющим по ходу боя, потому что уже в 3-м раунде он завладел тотальным преимуществом над Игорем Харитоновым из Кемеровской области и смог все-таки переломить исход этого боя. Да, действительно, очень такая, да, волевая победа была в напряженном поединке. Ну что ж, и если говорить, да, собственно, о спортсменах, у нас Владислав Савастьянов является мастером спорта международного класса, является чемпионом первенства Европы 2018 года. Вадим Туков, его соперника в синей форме, мастер спорта 94 года рождения, является победителем чемпионата Южного федерального округа и чемпионом студенческого союза 17-18 годов. Владислав Савастьянов, как мы видим, постоянно наступает. Такие ведет активные атакующие действия, да, постоянно контролирует бой передней рукой. Но, честно говоря, от Вадима я ожидал немного другого тактического рисунка, да, в бою, потому что в первом бою он постоянно, помните, если вы помните, шел вперед, постоянно висел на своем сопернике. Но и можно так сказать, что у него получилось сломать своего соперника. А вот здесь он уже работает вторым номером, то есть работает от соперника. Работает в контратаке, в ответе, где-то пытается встретить, но обладает такими мощными физическими данными, мне кажется, ему нужно их использовать. Вот наносит жесткий удар, но, к сожалению, удар не доходит до цели. Завершается первый раунд. В красном углу ринга готовится к продолжению боя Владислав Савастьянов, город Москва. По-прежнему весовая категория до 75 килограммов. Давайте послушаем. Левой руки мало, понял? Левой рукой подводи по чуть. Нет, пока не надо. Подводишь передней рукой. Один удар вообще мало, 2 вообще мало, 3 удара. Да-да-да. Стойки бьешь, правую ногу под себя подтащи, успей подтащить. И тогда ты быстро успеешь сделать выход назад, увеличить. Лево, право, под руку. Не надо его бить. Надо просто дурачиться с него. Дурачка делать, это тренировки. Все, наводишь. Ты понял меня или не понял? Да, понял. Все, не дур этот. Дурачка делай просто и все.
Владиславу Савастьянову. Говорят, да, о том, что один удар мало, два тоже мало. И даже 3 удара мало, Да. нужно выбрасывать больше ударов, и нужно начинать с легких ударов, и уже потом, когда соперник находится ближе к канатам, проводить свои жесткие, наносить жесткие акцентированные удары. А вот Вадиму Тукову из Ростовской области, главный тренер Российского спортивного студенческого союза, рекомендует просто делать свою работу, которую он провел в первом раунде, двигаться, дурить своего соперника, заставлять его промахиваться, заставлять его проваливаться и быстро контратаковать, да, то есть наносить удары в ответ, где-то встречать. То есть рекомендует ему работать на ногах, то есть не ввязываться в драку, быть расслабленным, как на тренировках. Честно говоря, пока это не так хорошо получается у Вадима, но посмотрим, как продолжится бой. Ну что ж, видим. Хорошо попадает Савастьянов. Туков отвечает апперкотами по корпусу, работает в клинче. Пока все-таки, мне кажется, у Вадима не получается выполнить ту установку, которую ему дали в перерыве между раундами. Вот где-то он срывается, идет в атаку. Ну и, конечно же, Владислав очень четко действует, да, то есть где-то его вот, по-моему, зацепил Вадим ударом снизу. Да, хороший отрезок проводит, да, Туков? Отлично, просто он очень четко попал. Но Владислав, я смотрю, снова в атаке. Вот хороший удар, очень жесткий, прямо услышали, да, как этот удар попадает в блок. — 15 секунд остается. Ну, 10 секунд, это, конечно же, тот отрезок, когда каждый из спортсменов пытается продемонстрировать свое превосходство и, конечно же, проявить себя перед судьями, которые как раз-таки сразу же после гонга и должны принять решение, кто же все-таки одержал победу в этом раунде. Поэтому каждый из спортсменов стремится максимально активно провести этот раунд, максимально активно и эффективно, самое главное. да, послушаем секундантов. Все, по сторонам, все, кураж поймай, правый отсюда, левый отсюда, подразни его, все, легкие удары, постоянно бросай, постоянно. Понял. Все хорошо, все замечательно, все, нету его, левый оттуда, беги, покажи правше, покажи правше. И Руслана Уриха. Первый тренер Станислав. Самые яркие моменты второго раунда, ну, были моменты у Вадима, были моменты у Владислава, и с каким-то переменным успехом они действовали. Несколько очень таких хороших атак получилось донести у Владислава, но Вадим ответил очень жестким ударом, апперкотом снизу, зацепил его, и, мне кажется, немножко ему не хватило, чтобы развить свой успех. Начинается третий раунд. Думаю, конечно же, он будет во многом определяющим исход данного боя. Прямой проходит в исполнении Савастьянова, но тут же видим Туков ответную серию. Включает. Вот хорошо получилось встретить правой через руку у Вадима Тукова. Левой на левую. Еще передний на переднюю. Такой обоюдный обмен ударами. И снова право снизу получается донести удар. Вот снова левой на левую.
Жесткие обоюдные попадания со стороны спортсменов. Все чаще и чаще выбрасывает правый апперкот Вадим Туков. Проходит от удара очень такой коварного, да, скажем. Владислав его не видит, он раз за разом его пропускает. Вот еще раз дошел. Ближней дистанции работают спортсмены. Здорово, у Савастьянова вот передняя рука работает раз за разом, да, достает. Ну и Туков тоже. Сколько раз вот левая на левую, да, попали. Но все-таки бросается, да, вот чисто визуально, что Вадим Туков, он физически, ну, такой более атлетического телосложения, и что выглядит мощнее, да. Поэтому, конечно, мне было немного непонятно, да, вот эта установка на второй раунд, чтобы он работал вторым номером, дурил, когда вот у него сейчас довольно неплохо получается перебивать Владислава. Но посмотрим, как продолжится у нас еще целых 40 секунд до конца окончания поединка. Вот третий раунд, мне кажется, все-таки чуть лучше выглядит Вадим Туков. Вот здесь уже попаданий. Владислав попадает. Идет обмен ударами. И последние секунды. Отличное попадание поединка. левой-правой. На отходе. Отличный бой. Каждый из спортсменов считает, что он одержал победу в этом бою. Ну, я вижу, что оба секунданта довольны своими спортсменами. И сейчас думаю, что судьям предстоит принять довольно сложное решение. Не просто им будет определиться, кто же в этом бою все-таки победил. На мой взгляд, чуть лучше был спортсмен из красного угла. Ну, ждем оглашения решения. Да, Владислав Савастьянов объявлен победителем этого боя. И он выходит в полуфинал, где встретится с Глебом Бакши. Интересное противостояние в первой полуфинальной паре. Ну и сейчас мы посмотрим. Вот сейчас состоится еще более интересное противостояние по двух, так скажем, ну, самых, наверное, одних из самых опытных боксеров на этом чемпионате. Это Петр Хомуков, представляющий Санкт-Петербург, против Максима Коптякова из Севастополя. Петр Хомуков — это первый номер сезона ВСБ в весовой категории до 75 килограмм, где он и завоевал путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Но напомню, что тренерский состав тогда решил, что в этой весовой категории на Олимпийские игры поедет Артем Чеботарев. И Петр Хомуков решил сменить весовую категорию, перейдя в более высокий вес, 81 килограмм, где снова завоевал олимпийскую лицензию и выступил на Олимпийских играх, то есть стал участником Олимпийских игр. Также он участник чемпионата мира. Его соперник Максим Коптяков, один из, так скажем, уже ветеранов, да, то есть один из самых возрастных спортсменов. Не только этого веса, но и чемпионата. Он заслуженный мастер спорта, чемпион Европы 2008 года, неоднократный призер и чемпион чемпионатов России. То есть за его плечами колоссальный опыт. Вообще боксом он занимается 21 год, и это, конечно же, о многом говорит. Да, безусловно, и Коптяков действительно один из самых опытных, да, боксеров этого чемпионата. Он, отметим, что он на 10 лет старше Хомукова. И многие спортсмены, да, и многие из его соперников
столько же лет, сколько Максим занимается боксом. Ну, например, вчера он боксировал с соперником, которому 21 год, а он сам занимается. То есть это, конечно же, колоссальный опыт. Но сегодня мы посмотрим. Хомуков чуть ниже ростом. Максиму, так скажем, имеет преимущество в размахе рук. Но, как я смотрю, он не стремится работать на дистанции, да, то есть он не уходит и не работает вторым номером, а плотно стоит на ногах и старается жестко встретить. Вот мы видим, он чуть-чуть смещается назад, выставляя переднюю руку, то есть не давая сократить Хомукову дистанцию, то есть зайти на ближнюю и среднюю дистанцию. Вот здесь он как бы может и в размене, да, отбоксировать. Стоит очень плотно на ногах, снова передней рукой на сопернике. Такое высокое, мне кажется, напряжение, да, психологическое в этом бою уходит за спину, закрутив Хомукова. Для Хомукова это, так скажем, непростая задача зайти на ту дистанцию, с которой ему будет комфортно боксировать. Да, нужно обойти, да, вот оборонительные. Нужно обойти джеб Да. Коптякова, который довольно неплохо работает. Вот выбрасывает он быстрые удары, голова, корпус. Подходит. Но Петр Хомуков не принимал участие в каких-то больших таких стартах после участия в Олимпийских играх. И возможно, это как-то скажется, конечно же, на том, как он отбоксирует здесь. Но в любом случае, опыт есть опыт. И сейчас очень такой интересный и напряженный поединок проходит. И первый раунд завершается у нас. И боксеры направляются отдыхать. Послушаем. Давайте послушаем, что скажут опытные секунданты своим спортсменам. Мастер спорта международного класса. Представляет спортивное общество. Счет появлен ведет Петр, чемпион России 2016 года в Оренбурге. Тренируется под руководством Аттаева и Жукова. Первые тренеры Жамгарян, Лаутов. Дыши. Умничка. Его нет. Раз ты его здесь... К сожалению, не расслышали, что сказали секунданты своим спортсменам. Но мы видим, что у Хомукова над глазом, по-моему, такая небольшая гематома образовалась. А у Коптякова чуть выше лба такая ссадина или рассечение, даже можно сказать, появилось. Но я думаю, секунданты грамотно справились с этими небольшими травмами. Снова передняя рука Коптякова, на которой он будет держать Хомукова на дистанции, ну, стараться. Вот, видимо, у Коптякова все-таки открылось рассечение чуть выше лба, да, прямо на голове. И я надеюсь, что не будет, да, усиливаться это. Да, что оно не помешает просто отбоксировать и не повлияет никак на результат боя, потому что, ну, пока мне кажется, что у него все неплохо получается, и будет обидно, что если вдруг все-таки бой будет остановлен. Да, будем надеяться на то, что рассечение никак не повлияет на ход и исход данного поединка. Хомуков наступает. Пытаясь столкнуть Коптякова канатом, зайти на свою дистанцию. Вот проходит прямой удар. Но Коптяков грамотно нейтрализует вот эту работу Хомукова.
и не дает отработать ему вблизи, грамотно клинчует и тут же уходит на дистанцию, с которой Хомукову снова приходится подходить, снова пытаться сократить ее. Это довольно непростое занятие каждый раз. Не бороться оба. Красный, держи. Стоп! Бокс! Боксировать. Это вот оно надо. Минута осталась. Пока синий. Так назад. Ну что ж, чуть больше 40 секунд, да, остается боксировать в этом поединке. Ну, во втором Вот раунде. хорошее попадание с правой руки. На выходе, вот где, вот. Правый снизу. Правый снизу. Правый снизу. Попадание с правой руки от Максима Коптякова. Очень такой вязкий второй раунд у нас получился. Не так много активных боевых действий. Заканчивается второй раунд. Интересно мне будет послушать, что же порекомендует своим боксерам секунданты. Боксер 87-го года рождения, боксом занимается 21 год. Представляет спортивную «Динамо». На ринге провел 250 поединков, 130 боях, держал победу. В том числе провел 70 международных встреч, 60 является чемпионом России и Европы 2011 года. Понял? Нужно сейчас бокс. Люди смотрят. Класс. Собирай. Меняешь угол атаки, да? То слева, то справа. Ну что ж, секунданты Максима Коптякова говорят, что люди смотрят и нужно показать бокс, нужно работать технично, не ввязываясь в драку, не ввязываясь в рубку. Секунданты Петра Хомукова говорят, что нужно дергать, и после того, как Максим Коптяков будет бросаться, ловить его на встречку и тут же добавлять серию. Посмотрим, как спортсмены выполнят эту установку. Возобновляется поединок. Прямой левый не дошел. Исполнение Хомукова. Мы видим такой клинч затяжной, без активных каких-то действий. Спортсмены отдыхают. Вот снова передняя рука Максима, очень быстрая. И очень хорошо он включает свои ноги. Перекрывается, уходит. И снова вблизи начинает вязать. Я напомню, что в ринге одних из самых опытных спортсменов этих соревнований. Максим Коптяков, заслуженный мастер спорта. И Петр Хомуков, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, мастер спорта международного класса, представляющий Санкт-Петербург. Да, еще хотелось бы отметить то, что на кону у нас стоит не только выход в полуфинал, но и гарантированная медаль, да, то есть минимум бронза. Да, то есть спортсмены, одержав победу в этом бою, одержав победу в четвертьфинале, выходит в полуфинал и гарантирует себе как минимум бронзовую награду, потому что в боксе 4 медали. То есть это первое, второе и 2 третьих места. Ближней и средней дистанции работают боксеры. Да, не так много активных боевых действий, очень много клинча, но
Я думаю, что это связано с таким высоким эмоциональным и психологическим напряжением. Вот мы видим, что рефери снимает очки с обоих спортсменов, чтобы уравнять шансы и не повлиять на исход боя. То есть его задача — это безопасность. Он делает такие предупреждения, чтобы они меньше боролись, меньше травмировали друг друга. Ну что ж, последние Снова секунды. на передней руке. Очень грамотно в этом бою отработал Максим Коптяков, пытаясь остановить Петра Хомукова. Ну, пока оба секунданта довольны своими спортсменами. Сейчас посмотрим, кому же отдадут победу судьи. Спортсмены приглашаются на центр ринга. Итак, решение судей. Да, в этом бою победу одержал боксер синего угла Максим. Да, победу одержал Максим Коптяков, представляющий Севастополь. Он принимает поздравления. Таким образом, Максим Коптяков выходит в полуфинал. Он выходит в полуфинал, и это очередной полуфинал. Я просто напомню, что в 2007 году Максим впервые принял участие в взрослых чемпионатах России, и тогда он сразу же вошел в тройку. Это было 11 лет назад, в весовой категории до 69 килограмм. И вот он снова в Якутске и снова выходит в полуфинал. Да, еще раз поздравляем Максима Коптякова. Ну, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой продолжим просмотр вечерней программы чемпионата России. Не переключайтесь. Весовая категория до 75 килограммов.